Друзья, рада приветствовать вас на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю расклад на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года для козерогов. Рассмотрим сферы отношений, работы и финансов. Первая карта Таро сверху покажет шансы в каждой из сфер, энергии. Вторая карта подскажет, как действовать максимально успешно. Это нижняя карта Таро. И потом я из цыганской колоды еще достану по карте для того, чтобы прояснить ситуацию. Итак, первая карта – шанс в отношениях для козерогов, которые уже находятся в отношениях. Семерка кубков выпадает. Карта эта для отношений, конечно, не очень хорошая, потому что она символ иллюзий. Почему-то кто-то из вас не хочет трезво смотреть на ситуацию, а может быть даже оба не хотите видеть правду. В общем, в розовых очках находится кто-то из вас или оба. Но это всегда плохо, когда нет трезвого взгляда, потому что за этим обязательно начинается разочарование. А может быть еще такой вариант по этой карте, что может быть вы не честны до конца с партнером, или может быть он вам что-то тоже не договаривает. И вообще, такое настроение, возможно, у вас на этой неделе, что вы как бы слишком какие-то большие надежды возлагаете на эти отношения. Несмотря на то, что вы уже давно в отношениях, в браке, почему-то именно на этой неделе вам хочется именно так себя вести. А рядом же десятка мечей, то есть обязательно, значит, эти иллюзии, они будут разрушены, а это всегда неприятно. Поэтому смотрите, если ваши чувства чрезмерны, это просто говорит о том, что вы хотите просто больше счастья. Но сами себя обманывая, вы не решите этот вопрос. Вы можете даже этой сильной эмоциональной зависимостью от человека, от другого, как бы жизнь себе отравлять, да и ему тоже. Знаете, а может даже помочь просто то, что вспоминать, что у вас просто период такой сейчас, время такое, что вы под действием своего воображения находитесь. Это поможет. Ну и десятка пентаклей, кстати, она знаете, что советует? Сосредоточиться на делах, на зарабатывании денег, на благосостоянии. Можно поставить какую-то высокую, достойную цель в делах. И таким образом вы сможете часть этой избыточной энергии из отношений перенаправить в дела. Для отношений это будет очень хорошо и для вас самих, И вы, кстати, будете себя чувствовать удовлетворенным, счастливым. В любом случае это будет на благо. Давайте посмотрим, что говорят для тех козерогов, которые в отношениях, цыганские карты. Что они подскажут? Насколько все серьезно эти отношения, недосказанности, иллюзий. На этой неделе выпадает туз червовый. В общем, все и не так уж и плохо. Видимо, это просто временно. В общем, в принципе, просто вы очень любите свою семью. Может быть, что-то где-то вас беспокоит, но это все временно. Ваши чувства взаимны. В доме у вас все хорошо. Это просто все пройдет. Не переживайте. Самое главное, просто уберите этот избыток энергии, и все будет в порядке. Просто в дела это все перенаправить. Просто знать, что происходит, это всегда уже наполовину решенная ситуация. А иногда так бывает, что расклад прослушаешь, и уже потом не происходит то, что должно было произойти, потому что ситуация уже проиграна внутри. Надеюсь, что так и будет. Давайте посмотрим, что ожидает тех козерогов, которые ищут партнера. Здесь то же самое, у нас возможен самообман. То есть, может быть, какой-то человек такой будет очень эмоциональный, очень любвеобильный. Может быть, будет обещать золотые горы, и вы, не проверив
на его дела, да, поверив его словам только, можете поддаться вот этим иллюзиям, обману. А может быть, вам и выбирать приходится из тех людей, которые вам нравятся. И вот вы никак не можете остановить свой взгляд на ком-то. Ну вот, все-таки на этой неделе вам выбирать не нужно. Все-таки на этой неделе вам лучше на одном человеке сконцентрироваться. Посмотрите, кто из вашего окружения, вот из ваших предполагаемых партнеров обеспеченный, да, кто как бы таким статусом обладает. То есть человек, у которого уже как бы все есть, он защищен финансово. Вот этот человек вам и подходит. И если, допустим, у вас нет предполагаемых партнеров такого типа, да, то вы можете встретить такого человека на этой неделе. Это вполне возможно. Самое главное только не впадать в иллюзии. Да, самое главное трезво смотреть на вещи. Потому что когда мы видим человека там, с деньгами, со статусом, да, мы сразу ему приписываем намного больше положительных черт, допустим, чем у него их есть на самом деле. То есть смотрите на реальность, смотрите на дела, и тогда все будет хорошо. Давайте посмотрим, что говорят цыганские карты. Для тех, кто ищет партнера. Еще один туз. Козероги. Одни неожиданности. И судьба сама вам навстречу идет. Вот туз это то же самое говорит. Туз бубновый, да, говорит о стабильности. То есть вы можете действительно на этой неделе встретить человека обеспеченного, да, и, возможно, даже ваша поездка либо вдвоем куда-то, да, либо, может быть, вы будете к нему переезжать, или, может быть, просто поедете к нему там на короткое время. В общем, в принципе, что могу еще для вас сказать? Качнула. Вот возможен выгодный брак для вас. И, в принципе, вот эта десятка пентаклей тоже об этом говорит. И туз бубновый то же самое говорит. Ваш партнер, скорее всего, со статусом, с большими финансовыми возможностями. И не только он, но и вся его семья такая. Вот именно поэтому возьмите себя в руки и будьте трезвыми, практичными. Немного даже отстранитесь, знаете, от своих чувств. Иначе вы можете эту возможность потерять. Вот, очень хорошие такие у вас перспективы. Но нужна такая холодная, трезвая голова. Давайте посмотрим, что будет происходить у козерогов в сфере работы. И видим, что там у нас десятка мечей. Конечно, это не обнадеживает, да. Для деятельности эта карта означает, знаете, вот сделать любой ценой. Или, допустим, если проект уже завершен, да, работа сделана, то это период такого перенапряжения очень сильного, вот изнеможения, просто как выжатый лимон. Может быть, даже по этой карте какие-то там неожиданные увольнения, отказ от работы. Или, знаете, может быть, вы что-то вот прям решили, да, закончить на этой неделе. Вот нужно быть осторожным, потому что у вас сейчас, в принципе, нет сил на то, чтобы принимать правильные решения. Вы не можете пока на вещи смотреть прямо, да, это период просто такой. Не спешите. Вот как решение у нас шестерка мечей. Она говорит, что вы должны обратиться к помощи специалистов или разделить свои обязанности с другими. Для того, чтобы так не уставать, не берите на себя слишком много. Будьте, знаете, немногословны, да, тоже не тратьте энергию на слова, будьте сдержаны, берегите энергию. Вот кроме того, по этой карте еще может быть смена работы или смена обязанностей. Могут быть командировки какие-то, переезды. Вот самый лучший совет – это не терпеть, когда вас
на вас давят. И не бойтесь возражать, не бойтесь за себя постоять, но так дипломатично. Иначе вот сорветесь, да, и наговорите много лишнего, а из-за усталости и недостатка энергии, может быть, не сможете себя сдержать. То есть вот это, конечно, как бы нужно держать под контролем. Но все-таки стойте за себя, потому что иначе это же ваша жизнь, это ваше здоровье. Нельзя до такой степени себя обесточивать энергетически. Посмотрим, что будет говорить нам об этом цыганская колода для тех козерогов, кто работает. Выпадает валет червовый. Но, в принципе, тоже хорошие перспективы, как бы успокаивает, да. Карта говорит о том, что просто делайте вот все быстро, легко, старайтесь не обижаться ни на кого. И вот скоро этот период закончится. Он очень быстрый. Это уже радует. А теперь, если говорить о тех людях, которые ищут работу, конечно же, тут очень много сложностей. Скорее всего, будут срываться все ваши договоренности, да. Скорее всего, будете ходить с места на место. Скорее всего, даже если вам и дадут какую-то работу, то просто загрузят очень сильно, но может быть просто для того, чтобы проверить вас, на что вы способны. Ну, в таком случае, вот, допустим, если вам дали много работы, вы не переживайте, это очень быстро период закончится, допустим, проверка закончится, люди поймут, что вы состоятельны, да, что вы можете выполнять свои обязанности профессионально, качественно, и все, и дальше уже работа войдет в свою колею. Давайте посмотрим, что говорит цыганская колода для вас, для тех, кто ищет работу. Семерка червовая. Но, в принципе, да, она говорит, что, может быть, на этой неделе вы и не решите вопрос окончательно, да, может быть, это все будет в процессе еще, но все вот сложности, вот трудное вот это вот состояние душевное вы можете просто излить в беседе со своими родными, близкими, да, с семьей. Вот идите к семье, к родственникам, пообщайтесь, вам надо выговориться. Скоро этот период закончится, нужно только немного подождать. В принципе, у вас, посмотрите, рядом звезда, да, это говорит о том, что скоро ваши желания, ваши мечты сбудутся. Тем более мечты самые важные, самые далекие, самые высокие. Все будет хорошо обязательно. Просто сейчас нужно немножечко подождать. В финансах выпадает жрица для козерогов. Она говорит о том, что вы непрактичны и что с деньгами и с имуществом вы не умеете обращаться. Ну, то есть, видимо, не умеете распоряжаться финансовым потоком. Может быть, что-то такое сейчас вот в ваших финансах происходит, о чем вы не знаете. Как-то не можете контролировать, может быть, что-то влияет на финансы, а что вы не знаете. То есть это скрыто от вас. Вот если найдете возможность отдохнуть, вам бы на этой неделе хорошо бы применить интуицию свою. Скорее всего, вы найдете правильное решение. Как вам разобраться с работой, как вам улучшить финансовый поток. Есть возможность для этого. Просто из-за того, что вы на работе очень сильно устаете, у вас и сил не хватает на это. Но, может быть, хотя бы в воскресенье или когда у вас появится такая возможность, да, обязательно сделайте это. У вас прям такой шанс очень хороший. Видимо, вы сможете понять, что вам делать. Вот вам на этой неделе придет ответ. Как совет у вас идет звезда. То есть не теряйте надежду, да. Так, и знаете, не препятствуйте тому, что происходит. Вам, видимо, это сейчас вот необходимо для того, чтобы вы осознали свои желания.
Может быть, у вас и цели-то нет достойных. Может быть, просто есть желание, а энергия, жизнь, энергию жизнь дает только на цели, на достойные. Может быть, слишком мелкие у вас желания, поэтому и не ладится что-то. Подумайте об этом. Вот еще вы должны подумать, куда вам приложить силу. Вот, все-таки цель решит этот вопрос. Так, давайте посмотрим, что скажет цыганская колода по поводу финансов. Какие события, может быть, произойдут в финансах на этой неделе? Или, может быть, еще какая-то подсказка будет. Так, десятка пиковая. Вот улучшения ваши. В общем, все события на этой неделе, они могут быть для вас неожиданны. Вот именно те, которые финансов касаются. Но знаете, что бы ни происходило, все к лучшему, даже если сейчас вам кажется совершенно по-другому. Вот именно сейчас, на этой неделе, у вас начинает улучшаться энергии в финансах. Вы заметите это после. В общем, нужно, конечно, финансами заниматься, но, скорее всего, просто нужно отдохнуть, и тогда все наладится. Не позволяйте так сильно себе уставать. Вот если взглянуть на весь расклад, можно заметить, нет совсем у вас энергии огня. Совершенно. А что можно сделать, когда нет огня, да? Огонь – это наша деятельность, действие. То есть, по сути, это может быть отражение усталости вашей, а может быть и просто неправильного использования своих сил. Но в любом случае, если вы не восполните эту энергию, то ничего не изменится и потом. Вот откуда она возьмется, если вы сами не внесете ее в свою жизнь? Вот смотрите, вот если у вас совсем нет энергии огня, то нужно его добавить. Это и физические упражнения какие-то, прогулки, на работу, с работы, по утрам. На солнце нужно быть, в пищу продукты желтые, оранжевые добавлять. В общем, вам нужен оптимизм, вам нужны люди, которые оптимистично настроены рядом с вами, вот чтобы вы набрались сил. Еще очень хорошо помогает набраться огня, когда смотреть на пламя свечи. Это и расслабляет, это такая как бы медитативная практика, да, то есть вы хорошо отдохнете, и в то же время энергетическая чистка идет через взгляд, через глаза, и заодно и наберете энергию огня. Раз у вас ее тут совсем нет, хотя бы это нужно сделать, да, для того, чтобы у вас начались улучшения, потому что без энергии нет улучшения, им неоткуда взяться просто. Друзья, пусть самое лучшее сбудется из расклада. Желаю удачи, желаю счастья. С вами была Ольга Быстрова, и до новых встреч.